могу туда пройти, узнавать, в чем дело, на каком основании они не пропускают. Десятки граждан Узбекистана трое суток провели по прилету в московский аэропорт Шереметьево, так и не попав на территорию России. На четвертые сутки ожидания они были отправлены домой, об этом пишет Радио Азади. Людям не объяснили, какой закон они нарушили, все они приехали в Россию на лечение или к родственникам, имели на руках все необходимые документы. Однако погранслужба без объяснения причин отобрала у них паспорта и не выпустила их из транзитной зоны аэропорта, несмотря на то, что среди узбекистанцев были и женщины с младенцами, и больные, которые ехали в Россию на лечение. По 3-4 дня люди ждут. Мы-то ладно, но тут женщины с детьми, возмущается молодой пассажир, который снял на видео застрявших в Шереметьево пассажиров из Узбекистана. Мы тут 2,5-3 дня уже, мучаемся мы тут. Пусть отдадут нам наши паспорта и выпустят уже. Трудно нам тут с детьми. Просят о помощи женщина с ребенком на руках. Женщины с детьми страдают, дети плачут. Наши паспорта тоже отобрали. Никакие вещи не выдают, багаж. Возмущается на видео другая женщина. Как собаки лежим тут. Есть ли у них совесть? Требует ответа пассажир из Узбекистана. Стоит отметить, что узбекистанцы пытались обратиться в посольство Узбекистана, однако ожидаемо не смогли добиться хоть какой-либо реакции узбекских дипломатов. Подобное отношение к гражданам стран Центральной Азии со стороны российских чиновников, к сожалению, уже давно превратилось в норму. Эксперты считают, что полное отсутствие реакции со стороны марионеточных режимов стран региона – это главная причина такого пренебрежительного отношения к жителям Центральной Азии в России. Ведь если бы аналогичная ситуация произошла с гражданином какого-либо самостоятельного государства, то произошел бы как минимум дипломатический скандал.